Привет, друзья! Это «Испытано на себе». Меня зовут Сергей Козюра. И свой первый выпуск в новом сезоне я хочу начать с путешествия в удивительный край. На мой взгляд, идеальное место для активного отдыха и туризма. Но моим испытанием станет восхождение на вершину горы Аштен. Итак, я приглашаю вас в Адыгею. Адыгея – один из самых красивых уголков Северного Кавказа. Территория республики окружена Краснодарским краем, что не мешает ей оставаться самобытной. А природный ландшафт делает Адыгею привлекательной для туризма. Живописные речные долины, каньоны, ущелья, водопады, термальные источники и, конечно, горы. Еще с эпохи Советского Союза эти места известны своими горными пешеходными маршрутами, как для профессиональных альпинистов, так и для туристов-любителей. Именно отсюда стартует легендарный маршрут номер 30 через горы к морю. А еще это одно из мест моего счастливого детства. Родина отца, поселок Каменномостский. На местном наречии Хаджох. Отсюда я и начну свой трек. А цель первого маршрута – водопады Руфабга. Несмотря на очень жаркую солнечную погоду, температура плюс 33 градуса, здесь, в кроне деревьев, в тени, по этой тропе идти очень комфортно. Постоянно находишься в тенечке. А вот и первый водопад 200 метров. Протекающий в ущелье ручей Большой Руфабга образует каскад водопадов. Говорят, их 16. Но наиболее популярные и оборудованные для пеших прогулок 4. Если, конечно, не считать нулевой или Три братца. Водопад называется Шум. Ну и правда оправдывает название. Шумно, но красиво, ребята, красиво. Хочу отметить, что и сама тропа к водопадам весьма живописная. Такой, обратите внимание, каменный островок, где туристы выкладывают из камней пирамидки такие, да, так называемые. У нас их на Дальнем Востоке называют туры.
Второй водопад – Каскадный. Хоть он довольно невысок, но очень красив. Вода стекает по нескольким ступеням, образовывая небольшое озеро. Сказочная красота, прям сказочная. Прямо что ходить не хочется. Ну честно, прям очень рекомендую. Третий – это сердце Руфабка. После третьего водопада к четвертому идет непростая тропа. Но усилия будут вознаграждены. Здесь нас ждет водопад Девичья коса или Шнурок. В этом месте заканчивается оборудованная тропа, и для продолжения пути потребуется подходящая подготовка и экипировка. Визитной карточкой Каменномостского является Хаджохская теснина, которая находится в черте поселка и подарившая ему название – Каменномостский. Некогда берега каньона смыкались, образуя природный каменный мост. Хаджохская теснина на реке Белой – это каньон длиной около 400 метров. Еще с детства помню, как это место привлекало клиффдайверов, любителей прыжков в воду. Было дело, и сам я, будучи подростком, с местными приятелями экстремалили тут, сигая с утеса в воду. Вот такое доступное место сразу за тесниной. Красивое.
Ну что, умылись в реке Белой, движем дальше. Конечно, когда пройдет дождь, здесь скользко. Нужно быть очень аккуратными, но... Так, есть два пути. Вот так вот можно. А можно вот так вот. Тут что-то вроде скользения. Вот так выберу. Первый путь. Вот так раз. По камням. По камням, по камням. Эти камни обойдем. Так, ну, есть вон такие интересные расщелья, ущелья, и как назвать. Вот так вот. Идем, поднимаемся. Ну, конечно, красивое место. Но то ли еще будет. Это мы еще в Лаганаках не были. Даже и бесплатный маршрут, но вот так вот облагорожен перилами в целях безопасности. Тем более прогулки возле каньона и расщелин очень опасны. Ну а там за ними бурлит, кипит. Мне, как исконному любителю водного туризма, вы не представляете, каково лицезреть сие пороги и исходить люной. Где же мой катамаран и моя команда? Да, и однозначно сюда стоит вернуться уже подготовленным с командой и пройти белую именно водным маршрутом. Ведь не зря река Белая — это своего рода легенда всех водников России. Ну и не только. Орел у кого? Орел. Мой. Он стоит. Итак, подожди, со временами не спеши. Орел. Мне достался орел. Ну, здравствуй. Здравствуй. Красавчик. Ну и, конечно, быть в Адыгее и не заказать конную прогулку, ну, это как-то неправильно. Вот, летают наши. Джигитовочка. Ну, очень интересно, грамотный инструктаж. Все, ну и конь спокойный вроде. Со своими, каждый со своим характером, как нам объяснили, но вполне управляемый. Ну, красота, ребят. Хочешь пешком? Красиво. Конная прогулка. Красиво. И экзотично, я бы сказал так. Тем более здесь, в преддверии Кавказского заповедника, здесь умение держаться в седле, это с молоком, с материнским молоком впитывается. Главная же достопримечательность этого региона и моя основная цель этого путешествия – плато Лаганаки. Место, откуда начинается Кавказский хребет. Наиболее популярными для пешего туризма считаются три маршрута. Многодневный маршрут номер 30 через горы к морю, который я обязательно пройду, когда вернусь сюда снова. Маршрут на гору Фишт, который при среднем темпе ходьбы потребует как минимум одну ночевку. На этот счет тут все предусмотрено. Фактически у самого подножия обустроен базовый лагерь – приют Фишт. И третий – маршрут на гору Аштен, который вполне осилить за один день. Туда мы и отправимся. Ну вот он, долгожданный миг на маршруте. Время 6 утра. Стартуем от
КП от Явровой поляны. Идем на штурм, на восхождение горы Аштен. Еще пока не знаю, что будет впереди, но подразумеваю, что будет очень живописно и красиво. Надеюсь, я это вам покажу и вам тоже понравится. Ну а пока, дай бог силы, начинаем штурм. Небольшой привальчик. Ну, вода холодная. Первые 2 километра идут, конечно же, с набором высоты, но приемлемо. Какую-то легкую физическую усталость компенсирует красота окружающей здесь природы. Но это только начало. Нам необходимо было с перевала Гузерипольский зайти, заскочить, забежать, залететь на полочку уже плато Лаганаки. И тут уже по альпийским лугам, степям пойдем к подножью Аштена. Фу. Ну красиво, конечно, ребята. Очень красиво. Сейчас пойдем среди мустангов. Вот они. Красавчики. Дайте обойду вас. Такое ощущение, кого-то в прерии диких мустангов повстречал. Люди красавицы такие. Красавчики, красавчики. Молодцы такие. Молодцы. Хорошие. Ну какой. Вон уже виднеется гора, а мы дошли до базового лагеря, который называется ущелье инструкторов. Инструкторское ущелье. Здесь обычно кто с ночевкой ходит, разбивает палаточный городок. Ну, если однодневный, то здесь устраивают привалы. Как и мы, собственно говоря. Сейчас отдохнем, хлебнем чайку и пойдем уже на штурм. Наша задача будет закрепиться. Сложный участок будет это подняться на гребень. Ну а по гребню уже то спуск, то подъем, то подъем, то подъем, то подъем, то снова спуск, и опять подъем. И к обеду мы будем на вершине. Ну, если даст Бог, конечно. Ну, а пока надо отдохнуть и чайку попить. Наши альпийские поля адыгейские. Тут вот уже снежок. Интересно. Конец августа, а снег еще лежит в ложбинах, и он там. Ну и на вершине, куда мы идем, собственно говоря, на Аштен, там еще ледник. Говорят, один из, то ли на Фиште, то ли здесь. То есть получается самый западный ледник хребта, Кавказского хребта. Где-то в районе полпути. Любимое выражение, полпути. Аштен. Фух. Ну, значит, план такой. Сейчас поднимемся вот на эту полочку. И там подкрепимся. Перекусим перед подъемом и начнем уже штурм по скальнику. Ну, красиво. Прям луга альпийские кругом. Эх. Вон там
Внизу лошади пасутся. Аштен. Забрались на очередную полочку. Сейчас небольшой перекус и пойдем вон по тропинке на штурм туда. Фу. Ну все. Начинаем штурм. Забрались на полочку, сразу открывается такой очаровательный вид на Кавказский хребет. Западная часть, а вот Аштен. Идем вверх. Дальше начинается скальник. Ну ничего, идем. Идем. Снега. Позади луга альпийские. Небольшой привальчик на фоне цирка. Аштеновский цирк. Тут уже начинается гора. И верхняя точка вот там. Ну туда, перед ней смотрю. Градус высокий. Угол большой для штурма. Подъем. Ну вроде как ждем открытия второго дыхания. Еще выше поднялись. Прохладой повеяло от ледника. Фу, ну еще чуть-чуть. Вот она уже вершинка. Фу. Так, ну еще один небольшой штурм, но уже виднеется гора Фишт. Она выше, чем Аштен на 50 метров.
Но туда однодневного маршрута нет. Ну, есть люди, ходят, но нужно обладать уже спортивными навыками и выносливостью. Но не в нашем случае. С ночевкой, да, очень интересный маршрут. Красивые пейзажи. В некоторых местах даже выигрывают, чем здесь. Вот, есть там приют, фишт у подножья. Там домики есть, места под палатки. Но я думаю, в следующий раз, когда я сюда вернусь обязательно. То есть я пойду тот маршрут. Ну а пока идем. Вот 4 часа неимоверных усилий. И перед нашим взором встает во всем величии гора Фишт, Кавказский хребет. Начинается отсюда. О, вот это да, ребятушки. Ну вон он, Фишт, остается чуть в стороне. А Эштен, друзья, финишная прямая. Вон там уже туристы радуются, празднуют штурм. Вот такая красота. А пока идем. Со всеми остановками и передышками подъем занял 5,5 часов. Расстояние от места старта Яворовой поляны до вершины 8 километров с набором высоты 1200 метров. Высота же самой горы Аштен 2804 метра над уровнем моря. Кстати, немного о названии горы. Аштен в переводе с адыгского означает «собиратель туч». И правда, после обеда, как правило, у вершины собираются облака. Ну что, друзья, вот она, вершина горы Аштен. Вот она гора, вот она Адыгея. Именно с этой точки начинается мой путь домой, в родную Якутию. Это был Сергей Козюра, программа «Испытана на себе». До следующих приключений.
Уже на обратном пути из иллюминатора самолета я увидел этот горный массив с его вершинами Фишт и Аштен.